Экономика любой страны носит достаточно сложный индивидуальный характер, и нет общего инструмента, чтобы решать сложные экономические задачи, отметил, открывая встречу, председатель профильного комитета Резу Зантария. Депутат обозначил главную цель встречи – диалог с исполнительной властью с тем, чтобы совместно искать пути решения существующих проблем. И мы накопили достаточно много вопросов, которые нас интересуют. Интересует сегодня, как это исправить, как это улучшить. Ну и есть вопросы, которые, наверное, тяжелые, кляузные, да, я так назвал бы, почему это не делаем. Зачастую не все методы являются популярными, да, или популистичными, да, для того, чтобы добиться экономических результатов. Зачастую они бывают и непопулярные. Но этого нельзя бояться. Министр экономики Теймураз Микваби рассказал об итогах деятельности возглавляемого им ведомства и поделился своим мнением, в каком направлении необходимо выстраивать экономическую модель государства. Безусловно, в последние годы, и на это направлено все законодательство Республики Абхазия, наша страна движется в сторону рыночной экономики, но не в чистом виде. У нас есть отдельные законы, как закон о государственном регулировании цен, законы, связанные с ограничением обращения государственного имущества, вопросы лицензирования отдельных видов деятельности, это касается и недропользования, и импорта, и экспорта отдельных видов товаров. Это говорит о том, что на текущий момент государство, и в том числе Народное собрание, наверное, даже в первую очередь Народное собрание Республики Абхазия считает необходимым отдельные виды деятельности постоянно контролировать, держать руку на пульсе. В том смысле, чтобы отслеживать текущее состояние в тех или иных отраслях, понимать, к каким результатам ведет проводимая политика. Депутатов интересовали проекты, реализованные в рамках программы льготного кредитования с 2015 года. Как сообщил Микваби, программа реализуется уже в два этапа. Первый начался в 2015 году, второй – с 2022 года. Оба этапа подразумевают предоставление российскими финансовыми институтами кредитов для осуществления инвестпроектов. Микваби отметил, что не все проекты, которые реализовываются с 2015 года, осуществляют обслуживание договорных заемов. Поэтому с 2022 года в программу были внесены соответствующие изменения. Постоянная налаженная связь между двумя участниками этой программы и органом, в задачу которого входит обеспечить в рамках его компетенции реализацию этих проектов, то есть создание рабочих мест, увеличение объема вклада в ВВП и, безусловно, оплата налоговых платежей в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Теймураз Микваби также сообщил, что в настоящее время завершается разработка третьего этапа программы. Предполагается, что будет оцениваться количество создаваемых рабочих мест, налоговых поступлений и потенциал района, где будет создаваться предприятие в рамках льготного кредитования. Претендовать на участие в программе смогут все, кто будет соответствовать предъявляемым условиям. Министерство экономики при получении заявки в первую очередь по формальным признакам будет оценивать, все ли документы предоставлены, отдельные документы необходимо будет проверить на предмет того, являются ли они действительными или поддельными. Впоследствии именно комиссия будет определять, какой из инвестиционных проектов стоит или не стоит направлять для рассмотрения кредитной организации. Депутатов также интересовала судьба предприятий «Абхазхлеб» и молочного завода, восстановленных в рамках инвестпрограммы. Заводы по производству хлебобулочных изделий, особенно в тот период времени, когда не было такой конкуренции, не было такого числа производителей, это ведь относится к стратегическому объекту. Можно же отнести. Это часть продуктовой безопасности Республики Абхазия. В итоге, мне кажется, что в тот период времени тратить государственные средства на восстановление хлебзаводов было абсолютно обосновано. В итоге на сегодняшний день какое количество хлебзаводов восстановленных не работает? Частично приостановлено действие одного хлебзавода в городе Сухум, в районе рынка. В ближайшие 2 недели мы планируем его заново открыть. Различные крупные министерства и так далее, силовые ведомства, они же не покупают различный ассортимент хлебобулочных изделий, они покупают стандартный хлеб, так называемый кирпич. В разные периоды времени контракты на поставку, хлебобулочных изделий были переданы частным организациям. В этом проблема. По рекомендации тех или иных чиновников разных уровней. Вот, собственно, с этим и связано, Реза Платонович. Я был на этом Сухумском заводе
да, мы благополучно разваливаем эту отрасль, огромный завод, огромные производственные мощности. Там, это было еще в начале нашего созыва, 280 или 300 буханок в день они всего производят и их реализуют. Все. То, что касается молочного завода, на текущий момент завод функционирует. В настоящее время завод занимается производством мороженого, ряда кисломолочных продуктов, занимается фасовкой масла и последующей его реализацией на территории Республики Абхазия. Вот силами руководителя унитарного предприятия и его коллег такой результат был достигнут. Сегодня завод сам оплачивает свои расходы, в том числе связанные с выплатой заработной платы коллективу. Теймураз Миквайбия назвал предприятия, которые успешно справляются с поставленными задачами и показывают высокие экономические показатели. Среди них РУП, морское пароходство, Черноморэнерго, Абхаз-Втор-ресурсы. Дом печати и Абхаз-Универсал-Торг, как отметил Миквайбия, имеют хороший потенциал и содержат себя самостоятельно. Депутатов интересовал вопрос, насколько выгодно государству содержать некоторые предприятия, не лучше ли передать их в частные руки. Сухумская швейная фабрика, также город Сухум. Да. Завод «Заря». По большому счету я список закончил. Завод «Заря», который сегодня тоже является одним из моих подведов, это объект на территории города Тхварчал, и завод «Аргонавт». На текущий момент РУП все еще является подведом Министерства экономики, но сам имущественный комплекс передан Государственным комитетом по управлению госимуществом в аренду. Это, мне кажется, как раз тот момент, когда надо поднимать вопрос либо прекращения деятельности на территории этого объекта работников государственного предприятия и рассмотрение вопроса либо кому-то предоставить право приватизировать, обрести право собственности, либо передать в аренду. Понятно, что государству есть смысл пойти на уступку предпринимателю, который создает рабочие места, обеспечивает налоги в бюджет. Вот тогда, мне кажется, будет самое время для того, чтобы поднимать вопрос о приватизации. Депутатов также интересовало, будет ли расширяться территория аэропорта. В целом вопрос второго этапа, но без привязки к этим землям, безусловно, обсуждается, потому что у нас в межправительственном соглашении предусмотрено обязательство сторон, это имеется в виду и инвестор, и правительство Абхазии, и правительство России, после достижения пассажиропотока в 1 миллион пассажиров в год необходимо проработать вопрос расширения аэровокзальной инфраструктуры. Границы вообще не обсуждаются. Речь идет о том, что к этому вопросу надо вернуться, его надо дополнительно проработать, но вопрос, скажем так, промежуток земли между существующей взлетно-посадочной полосой и урезом воды не обсуждается. В рамках встречи также обсуждался вопрос ценообразования на перелеты. Чтобы все граждане республики при необходимости могли пользоваться услугами воздушной гавани, цены должны быть конкурентными с перелетом в Сочи. Однако на данный момент совершенно другая картина. Чем больше пассажиров, тем больше воздушных судов и меньше цена. Снижение цен – вопрос времени, констатировали на встрече. Ирина Аршба, Алхаз Псардия, Алексей Агухава, Заур Лиев, Абхазское телевидение.